Тувинский театр кукол учрежден в 2013 году, но история театра начинается с 2000 года. Именно тогда уехали учиться первые актеры-кукловоды. В 2009 году открыта малая сцена театра по инициативе народного художника Тувы Начина Шалыка. В штате театра 13 артистов. Это выпускники города Ярославль и Москвы. И этим летом прибыли долгожданные актеры, окончившие старейший театральный вуз Санкт-Петербурга. Поступали со всех уголков Тувы. Из набранных 10 человек дипломированными специалистами РГИСИ стали 5. Это очень больно. Мне грустно. Не грусти. Не все люди одинаковые. Добрые вас сажают и заботятся о вас, а плохие не думают головой и причиняют вам боль. Сайдаш Тумат родом из села Дурген. Училась в школе искусств хореографии, окончила Кызыльский колледж искусств по специальности хореография, выпускница РГИСИ. Она рассказала нам о профессии актера-кукловода и о том, почему актеру-кукловоду нужны танцы. Актером, кукловодом я стала случайно. Я пришла по объявлению, просто пришла, прошла все отборы, поступила. Я даже не знала, что это такое и как тут учатся и что вообще делают здесь. С этим уже 4 года живу с куклами. И не знаю, я в этом и у меня получается. Танцую я с детства, и поступить сюда это было как-то спонтанно и просто в миг. У меня жизнь перевернулась, я всю жизнь танцую, с детства танцую, и тут меня заставили делать что-то руками, думать чем-то, прям куклой вот этой вот думать. Ну, это было реально так сложно, я же никогда не разговаривала, я всегда танцевала, я была всегда на сцене и все показывала своим телом. А тут приходилось все выдавать, вот этот вот персонаж, выдумывать этого персонажа, каким он должен быть, и что он должен делать, что чувствовать. Как раньше я уже не танцую, но так, для себя я танцую. Ну, движение, танцы – это же часть театра, я считаю, потому что даже переносить танцы кукле – это очень сложно. Когда я пришла на первый курс, мне сказали, эта кукла должна танцевать. Я такая думаю, что? Как она должна танцевать? Что? Я вообще не понимала, что она должна делать. Потом 3 человека управляют этой куклой, и она должна начать танцевать. Это было очень сложно. Когда ты сама танцуешь, что ты понимаешь, что это твои руки, твои ноги. Если ты не смогла сделать, это твои проблемы. А тут еще 2 человека с тобой, и вы должны это сделать. Ну, по кукле. У него же определенный образ, его сделали таким. Если это старушка, она должна быть старушкой. Вот этой вот. Мы должны смотреть на вот этих вот старушек, дедушек, которые ходят по улице, и мы должны видеть, как они ходят, что они делают, что они чувствуют. Они вот старые, им тяжело тащить эту сумку. И если это ребенок, то он веселый, то он маленький, то у него ничего такого прям жизненных, сложных проблем нет. Он такой сам по себе. Все равно мы берем от этих стереотипов, чтобы показать это животное, чтобы показать его характер, чтобы, лиса хитрые. Если покажешь лису хитрой, все узнают, что это лиса. Ты же не можешь взять лису и показать как кошку. Она же не будет мяукать. Я, наверное, черная кошка. Да. У меня, например, сестра, она на петуха похожа. На кого? На петуха. У нее такой бойный характер, поэтому она на петуха похожа. Любовь к театру, для детей и для взрослых, это, мне кажется, приходит именно свой момент, когда ты полюбишь театр. Например, я в детстве ходила в театр, но я не понимала, что я там делаю. Я смотрела, там тетеньки, дяденьки бегают и все такое. Мультики намного интереснее, чем театр, наверное, сейчас. И тогда тоже. Я полюбила театр, когда уже взрослая, сейчас. Когда я начала учиться здесь, понимать все вот это вот.
Ну, когда мы в Питере выступали, приходили маленькие детки, и они прям так смотрели, с горящими глазами смотрели на нас. Может быть, это надо их приводить в детстве, прям, ну, когда они уже начали бегать, надо приводить, показывать вот эти вот детские спектакли. Определенного прям такого роли у меня нет, с которого я хочу сыграть. Но я не знаю, как-то хочется играть и то, и другое, в принципе, в жизни. Там. Хочется быть и дьяволом, и ангелом на сцене, чтобы твое амплуа было таким широким, чтобы ты могла сыграть и плохого человека, и хорошего, а прям такую прям свою роль. Я хочу сыграть эту роль, насмерть хочу сыграть только эту роль. Такого нету. Я буду играть то, что мне дадут, потому что не знаю, чтобы понять этого персонажа, почему мне дали этого персонажа. Я должна ощутить, а может, этот человек меня видит в этом персонаже. Сложнее играть для взрослых, потому что взрослые, они видят мир, ну, во всем в этом. Они уже прошли вот этот вот туман детский, когда ты им покажешь в детстве вот этот куличик, и они такие: куличик, пошли печь вот этих пирожков, да, вот это вот у них уже прошло, и чтобы они пришли и увидели вот этот вот детский мир, это намного, мне кажется, сложнее, и они приходят, обычно взрослые люди, в детский театр и сидят там. Ну так, вышла вот эта вот собачка, ну и что, вышла и бегает, ну вот так смотрят. А вот дети, они такие: собачка, ой, собачка, как-то так. Актеру-кукловоду необходимо работать с куклой и понимать, как двигается человеческое тело в той или иной ситуации. Какие еще необходимы навыки, рассказал Херил Кулар. Он родом из села Бояровка, Кахемского Кажуна. Херил раскрыл, какие сложности в обучении ждут актеров-кукловодов. Это как человек, да, допустим, мы же ходим, двигаемся, поворачиваем голову. Это как человек, кукла. Мы, во-первых, наблюдаем в начальном этапе, наблюдаем за людьми, все эти наблюдения мы передаем в куклу. Оттачивать свои навыки, мастерство. Для этого надо тщательно репетировать, тренироваться, чтобы хорошо владеть куклой. На первом этапе, конечно, очень-очень сложно. Все эти упражнения, которые ты не знаешь, учишься со временем, все это, ну, оттачивается. Вот такое упражнение называется макраме. Вот. Для этого упражнения не надо двигать кистями. Вот. Надо, чтобы просто пальчики двигались. Еще есть вот такое упражнение. Координация. Упражнение мосты. Вот. Популярный среди нас. И потом меняете пальцы. Ну, вот. Самое сложное, наверное, это марионетка. Ну, потому что у нее там очень много нит. Во время показов она может спутаться. Вышел на зрителя, и тут упал из крючка, например, голова куклы. Вот, и она там распуталась. И это самое переживание, чтобы, ну, зрители не заметили этого. Держишь куклу, марионетку, и просто опускаешься, и так медленно и как-то поднимаешь, и обратно ставишь. Где-то можешь обыграть вот так. С преподавателями у нас не было сложности, но в начальном этапе физическая нагрузка была очень сложной. Особенно это касается танца. Вот. Все эти поднятия ног, вот эти изгибы, мне было сложно. И, конечно же, потом стало как-то легче. Когда первый раз выходили на зрителя, вот, и это было тоже волнительно. Это как, ну, как вот первое интервью, да, тоже так волнительно за сценой. Сидишь и просто уходишь в себя, не чувствуешь никого. В зале сидишь один, чувствуешь себя вот так вот. И просто собираешься с мыслями и так далее. Это, конечно, помогает. Надеюсь, что наши тувинские зрители принят
нас тепло, и скорее всего, и хочется, чтобы скорее эта пандемия закончилась и играть в зрителя. Нам, конечно, хочется узнать, кто создает этих прекрасных сказочных персонажей, кукол театра. Куклы для актеров являются их партнерами, и они вовсе их не боятся, а даже здороваются и разговаривают с ними. Какие бывают куклы и о специфике работы с ними рассказала Номин Карашпай. Она родом из Шаганара. Моя первая кукла была перчаткой. Она еще называется Петрушкой. Вот. Мы начинали с нее обучение, и она играется над ширмой. И вот. Перчаточные куклы, это получается, надевается на ладонь и управляется этими 3 пальцами. Это, конечно, очень сложно, но со временем это получается самая легкая кукла. И вот. И мой первый образ был фокусником. Знаете, в театре кукол эти фокусы, вот эти всякие летучие штучки получаются очень легко, потому что это все-таки куклы, сказка. Куклы мы мастерим сами, то есть, получается, нас учили этому, и все эти куклы, ну, эта кукла не моя, она изготовлена студентами и художниками, и это, получается, их дипломная работа для нашего спектакля «Как спасти дерево». Это мальчик Коля, ее играю я. Привет, ребята! Вот. Конечно, сложно озвучивать мальчика. Перчаточная кукла, я сказала, это самая легкая кукла. И за ней следует гапит, тростевая кукла. Она играется на уровне вот этого. И думаю, это 3-я по сложности кукла. И еще есть кукла марионетка. Она самая сложная. Я до сих пор учусь играть на ней, управлять, то есть. И вот, думаю, со временем придет опыт, и буду настоящей кукольницей. Я прихожу и как бы ласкаю ее, чтобы она подалась мне, чтобы у нас были хорошие отношения. Все-таки мне приходится думать за двоих. Все-таки я хочу, чтобы кукла была похожа на меня. Мальчик по характеру, например, тоже такой задорный, веселый и с очками, похожий на меня, и чтобы она была похожей на того, кто ею управляет. У нас курсом есть примета, что если мы будем перед спектаклем за 2 часа, за 3 часа, если отрепетируем, пройдем весь спектакль, то у нас получится все очень печально, плохо. Поэтому мы стараемся не прогонять. На фестивале «Балтийский кукловорот», когда мы выступали на открытии вот тувинским курсом с номером NSI, народные песни, и мы стояли в национальных костюмах, и нас прям окружили и фотографировали, просили сфоткаться с ними и спрашивали, откуда вы такие красивые. С гордостью мы им отвечали, что мы из Тувы. Вот. И они такие не знали, где Тува, и было очень хорошо, что мы в своих национальных костюмах, со своей песней выступали. Актер в рабочей одежде, полностью в черном. В управлении куклах надеваются эти жаброны, то есть черные эти штучки, которые перекрывают лицо. Вот. И черные перчатки, чтобы твоего тела вообще не было видно. Волосы в пучок. Мы посетили очень много театров, и самый такой запоминающийся был в Александринке. Это, кажется, спектакль «Ворон». Там актеры просто, я не знаю, как будто из другого мира. Если мне удастся достичь такого уровня, это будет вообще шикарно. Ну и, конечно же, мы видели своих коллег, то есть других студентов в Малом театре нашем. Я сейчас пытаюсь научиться играть на гитаре. У меня, наверное, хорошо получается. Вот. Я люблю петь, танцевать.
Казалось бы, управляются наши актеры с куклами умело и без особых усилий, но мы узнали, легче играть самому на сцене или быть на втором плане, управляя куклой. На этот вопрос нам ответила Тайгана Кулар. Она родом из села Ишкин Судхольского Кажуна. Для зрителей, которые смотрят спектакль, конечно, им это персонажи. Но для нас они партнеры, как они. И мы относимся к ним тоже как к актерам. Оживление куклы – это сначала надо делать и куклу, становление куклы. Я хочу создавать куклы сама, поэтому я вижу себя как художником, а не как актер. Я даю частичку себя, из-за этого кукла оживляется. Главное – душу отдавать, чтобы кукла оживлялась. Не как дети, а, скорее всего, да, вот домашние животные. Самое сложное – это марионетка тоже. Там очень много деталей, много ниток. Очень много времени уйдет на это. Одну куклу полгода делали. И своими руками все ткани, все это подбираем, где там лежат, все в мусорке или что там, сами подбираем. Из остатков можно собрать костюмы. Когда в Питере была, вот, нашла себя вот на создании кукол. Я лично не играла сама как актеру, но только танцевала, поэтому для меня танцевать лучше самой, а играть куклой проще, по-моему. О секретах запоминания текстов и о роли вокала рассказала Аялга Межидаржу, окончившая Республиканскую школу искусств и Красноярский колледж искусств по специальности фортепиано. Бывает же, что актеры играют большие спектакли, 2-часовые, 3-часовые, и поневоле у тебя возникают вопросы, как актеры это запоминают. Ну, первое, я бы сказала, самое простое, на первом этапе, обычная зубрежка. Но актерам это очень даже не приветствуется, потому что обычная зубрежка, она бывает скучно. И когда ты забываешь одно слово, у тебя просто вылетает весь текст, а у тебя просто белый лист. И ты не знаешь, что. Просто белый лист. Актеру очень важно понимать смысл текста, так как ты можешь варьировать это предложение, не теряя при этом смысл. Главная задача актера – это донести мысль до зрителя. Очень хорошо запоминается, когда ты прикрепляешь свое слово к действию. Еще скороговорки. Мы учим скороговорки. Еще у нас был такой тренинг всем курсом. У нас было тогда 10, разделяемся пополам и бросаем мяч. Когда ты бросаешь мяч, ты просто теряешься, и это тоже тренирует память. И, допустим, на дворе дрова, за двором дрова, под двором дрова и все такое. И следующий продолжает, и ты должен следить за текстом. И часто бывает, что просто текст вылетает. Сушу, сюшу, сушу, соша, съеша, соша, саша, съяша, саша, сиши, съиши, сиши. Это тоже как-то сначала не можешь запомнить. Вокал играет важную роль, весьма важную роль, потому что, как нам педагог говорил, когда мы делали этюд «Рапунцель», исполняет моя однокурсница, но пою я. И в первый раз, когда я начала петь, она говорит: не надо мне не нужна Аялга, мне нужна персонаж Рапунцель. Пение все-таки зависит от куклы. Какая кукла, ты не можешь петь своим голосом, ты должен найти голос куклы. Сначала я думала, как обычно спою, как этот «столько лет у окна сидела». Но она сказала: не надо мне это такое. А потом я начала петь как для детей «сколько лет у окна сидела». Это тоже так нельзя. Но потом я поняла, что Рапунцель, она все-таки игривая, нежная, и все-таки я подумала, что таки нужен игривый и нежный голос. Сколько лет у окна сидела. Я по специальности раньше была пианистом, но нет, я не учила вокал. Петь в принципе умею, но прям у меня не поставленный голос, а я просто умею петь. Я музыкант по себе, и для меня несложно поймать музыку, но для моих однокурсников, которые не учились, им это дает
дается сложнее, потому что они не могут синтонировать чисто, не могут понять эти волны. Вот. Не знаю, все-таки музыкальная школа мне очень пригодилась. Делали интересные упражнения, это по речи, но это тоже очень помогает для вокала. Это странные упражнения, на первый взгляд. И еще второе дыхание, как нам на первом уроке сказали, дышать вот так, как сказать, дышим, и ребро, и живот, они должны вместе одновременно вот так. Это упражнение называется динозаврик. Так, занимаем тебя. Так, ладно. Вот это называется динозаврик. Это помогает. Еще упражнение называется клоун. То есть примерно так. И эти упражнения расширяют диапазон. Вот. Очень помогает по вокалу. Я думаю, именно эти упражнения открыли мне голос. Вот. Надо каждый день заниматься, мы уже не занимаемся, а надо бы. Я думаю, в каждом из нас живет внутренний ребенок, и по мере взросления мы его теряем. Как нам педагог говорил, что дети – это самые искренние зрители. Им играть намного сложнее, потому что ты должен вызвать искреннюю улыбку. У меня есть племянники, я часто с ними играю. Ну, волей-неволей ты все равно превращаешься в ребенка и перемещаешься туда. Смотрю я на своих педагогов, а мастеру нашему ему где-то 83 или 85. Но я бы никогда не сказала бы, что ему столько лет. Он такой шутливый, игривый. Внутри ребенок всегда шутит. Он моложе, чем молодые люди. Он душой молодой. Он не постарел. И смотря на наших коллег, тоже думаю, какие игривые ребята, вы интересно, шутят, такие открытые, свободные. Все-таки наша профессия не позволяет нам стареть душой. Наши молодые актеры поделились секретами своей работы и самыми приятными воспоминаниями из студенческих лет. Мы сегодня узнали, как не растерять своего внутреннего ребенка в суете взрослой жизни. И, конечно, о том, как привить любовь к театру с самого детства. Выступят молодые кукловоды уже на открытии 9-го театрального сезона в новой постановке «Легенды Тувы». Айдана Хавалык, Буян Мангуш, Кузел Сарыксерен, Тува 24.